Брат Камчибека Ташиева, миллиардера, сам глава ГКНБ, подарил очередной семье квартиру. В жилмассиве Бишкека сегодня собирались снести незаконно построенные дома, но президент проявил сострадание и поручил отсрочить снос до теплых времен. Вы включили Тандыр Медиа, я Валерий Жернаков, приветствую вас. 2 недели назад Государственная налоговая служба опубликовала налоговые декларации чиновников за 2024 год. Выпуски наши тогда не выходили, и почему бы не разобрать это сейчас? Президент Кыргызстана Садыр Джапаров заработал в 2024 году 2 миллиона 214 тысяч сомов. Для сравнения, в 2023 он заработал 2 миллиона 760 тысяч сомов. Из недвижимого имущества у главы Кыргызстана бизнес-центр, сельхозземли и земельный участок. Интереснее обстоят дела в графе «Движимое имущество». Там у Садыра Джапарова задекларирована сумма 1 миллиард 163,5 миллиона сомов. И есть автомобиль стоимостью 100 тысяч сомов. Что это может быть за марка, непонятно. Доходы близких родственников президента составили 29 миллионов 706 тысяч сомов. В 2024 году президент легализовал свое имущество, стоимость которого составила 20 миллионов долларов. Тогда он обратился к гражданам с призывом воспользоваться принятием закона о легализации имущества. Не секрет, что все мы, не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса, оформляли свое имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все еще хранят свои миллиарды в зарубежных банках. У нас много таких богатых людей. Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост. До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств порождали много вопросов. Сейчас этим законом мы создаем возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало. Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я платил государству 1 миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом, а если бы были, то вложил бы их в наши банки. Бизнес-центр, который находился у президента в декларации, находился на пересечении Киевской и Ибраимова. Здание снесли в апреле 2025 года. Построил его Садыр Джапаров в период с 2005 по 2010 годы. В декларации за 2023 год этот бизнес-центр у президента указан не был, а его родственники тогда не заработали ни сома. Хорошо, в 2024 году дела обстояли у брата главы ГКНБ Камчибека Ташиева Шаирбека Ташиева, депутата Джогурку Кенеша. В его декларации указано, что он заработал 2,5 миллиона сомов, однако в графе «Недвижимое имущество» красуется баснословная сумма в 12 миллиардов 637,5 миллионов сомов. В долларах это 144,5 миллиона. За депутата ЖК остается только порадоваться. К другим темам. Очередные сносы намечались в жилмассиве Анарбак. Сегодня днем туда пригнали технику для сноса незаконных построек. Неделю назад жители этого жилмассива записали обращение к Садыру Джапарову, в котором выразили несогласие с новым генеральным планом столицы, так как по нему их дома могут снести. Уже в начале этой недели с жителями Анарбака встречался аким Октябрьского района Джаныбек Орозалиев, по словам которого у некоторых домов нет госактов. И вот сегодня туда прибыла спецтехника. Местные жители не особенно были ей рады, и между ними и правоохранителями, тоже прибывшими в жилмассив, началась потасовка. Baldı. Getdi bu masal. В ситуацию вмешался Садыр Джапаров, правда дистанционно. По его поручению снос отложили до теплых времен, сообщил глава пресс-службы президента Дербия Курунбеков.
В связи с незаконным строительством в новом жилмассиве Анарбак города Бишкек принято решение о сносе. В связи с этим в интернете появились видеоролики и сообщения с жалобами, что зимой будут сносить даже дома, в которых люди проживают. Эти видеоролики и сообщения дошли до президента Садыра Джапарова. Президент уделил особое внимание этому вопросу и дал поручение не сносить дома, в которых люди живут, до окончания зимнего сезона. Мэр Бишкека Айбек Джинушалиев после всей шумихи сообщил, что дома, в которых проживают люди, сносить не будут. Под ковш экскаватора попадут недавно возведенные фундаменты, а также те постройки, в которых никто не проживает. Эти земли, они уже ранее были признаны незаконной. Амнистия. Есть земли, которые не подлежат амнистии. Земли, дома, которые были построены с 1 декабря 2021 года. Но сегодня никакого сноса зимой жилых домов не будет производиться. Были планы сносить нежилые помещения, фундаменты, которые в нарушении законодательства, но сноса домов никакого не будет. Садыр Джапаров подписал указ о проведении временной национальной кампании по бесплатной замене водительских удостоверений. Напомню, бесплатная замена стартовала 15 января. Изначально сообщалось, что на это отведен месяц. Однако после жалоб в социальных сетях власти продлили срок. Насколько – непонятно. Но в указе говорится так. Государственному центру по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Кыргызской республики провести с 15 января 2026 года до принятия в установленном порядке решения о завершении национальной кампании уполномоченным государственным органом, временную национальную кампанию по бесплатной замене водительских удостоверений, ранее выданных без указания срока их действия. Далее национальная кампания на водительские удостоверения установленного образца. Глава муниципальной службы Мирлан Талайбеков, известный под псевдонимом Царикаев, нагрянул сегодня с проверкой в центр столицы, где строится подземный торговый центр Олд Бишкек, он же Таймс-сквер, он же Монте-Карло. Талайбеков отреагировал на обращение горожан, которые жаловались на скользкое покрытие в подземном переходе. Вот пишут, к нам обращались. Гулирадин, здравствуйте. Новая подземка на перекрестке Чуя и Шупокова. Внутри скользко, невозможно ходить. Пешеходный тротуар с отрезка Шупокова и до Правды покрыта той же плиткой. Убийца может быть. Тут люди пишут, да, уважаемые? Если они занимаются предпринимательской деятельностью, пусть ЦУМ и ГУМ смотрят за своей территорией. То, что люди отправляют, да? Реально поворачивать, вообще скользко. Тут кафель, хотя бы принесся лучше и чуть не упали люди. Тут скользко, вам тоже внутри надо положить. Извините, да? Люди же должны безопасно проходить, чтобы не было каких-то моментов, чтобы они могли упасть, сломать что-то. Камчибек Ташиев сегодня подарил двухкомнатную квартиру семье из Таласа, в которой родились тройняшки. Ранее они обращались за помощью с жильем к властям, и на обращение откликнулся Камчибек Ташиев. Теперь семья Сыргабаевых будет жить в центре столицы. жақсы үй, ені біреулердің үйіне ақша төлеп өтсең, өзіңіздің үйіңіз болады, жақсарып жашар. Күш сізге өрейді, күш сіздің қолыңызда болсын. Такой вот короткий получился выпуск на этот раз. Спасибо, что были с нами эту неделю. Напомню, поддержать нас материально можно через платформу Patreon. QR-код вы видите на экране, ссылка закреплена в описании. Всего вам доброго, хороших выходных.